Здравствуйте, меня зовут Айдана Реза, мне 22 года, я родилась в городе Кустанай. В 2010 году закончила школу, затем поступила получать высшее образование. И с детства у меня была мечта, очень-очень большая, заветная мечта. Я даже в какой-то период не решалась идти именно к своей мечте, но были и взлеты, и падения. Но чаще всего меня сопровождала неудача. Можно сказать так, что и я не до конца в себя верила, и, может быть, в меня не до конца верили, что вот это были различные конкурсы. Если меня сопровождала какая-нибудь удача, если победа на каком-нибудь конкурсе, допустим, в Ростове в 2012 году, то, возвращаясь в Казахстан, я участвую в таких же респектабельных конкурсах, не получала никаких мест. И это возвращало меня с небес на землю. И так можно сказать, что я очень-очень-очень долго трудилась, работала над собой много, не покладая рук. Были слезы, были истерики, и несколько раз даже я думала, что я брошу свою мечту. Вот я решилась на то, что в корне изменила мою жизнь. This is our man's world. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. You see, love made the cards to take us over the road. Love made the trains to carry up the road. Love made the electrical lights to take us on the dark. This is a man's world, but it wouldn't be nothing without a woman or a girl. This is a man's world. Решилась пойти на телевизионный проект нашей страны «Казахстан Дауысы». Я очень-очень волновалась. Мне казалось, что я никому не нужна. Мне казалось, что никто ко мне абсолютно не повернется. Даже перед слепыми прослушиваниями на предкастингах у меня не было абсолютной уверенности в себе. Мне казалось, что вот-вот, сейчас наступит тот момент, когда мне скажут «нет», когда мне скажут «Стопэ, дорогая, тебе дальше идти не стоит». Но я шла, и особых препятствий как будто бы не было, как будто бы эта дорожка была приготовлена для меня заранее. И я подумала, что вот, наверное, я делаю все правильно. Но перед каждым каким-то вот туром, перед каждым выступлением у меня обязательно ночью истерика, я реву, и вот не получится, я звоню маме. Мама меня успокаивает, говорит: я в тебя верю, доча. Ты именно ради этого и училась 4 года, ты именно ради этого пожертвовала многим в своей жизни, что вот сейчас вот так отсидеть и рыдать, просто поверь в себя, поверь в свои силы и иди вперед. И я вспоминаю каждый раз слова мамы, придаю себе уверенность. Интересно.